Здравствуйте! Это программа «Диалога Вечным», и я ее ведущий Михаил Кириченко. Как всегда, мы с вами говорим о том, что волнует каждого. Темы наших бесед выбраны не случайно, и свидетельством тому является огромное количество вопросов, суждений, а порой острейших дискуссий на сайте нашей программы. Кстати, в данный момент на своих экранах вы видите адрес моего блога. Задавайте вопросы, предлагайте темы будущих передач, принимайте участие в обсуждении. Как всегда, делаем программу вместе. Сразу же после периода собирательства и охоты человечество стало возделывать землю. Культура земледелия является неотъемлемой частью культуры нации в целом. Еще в первом веке нашей эры Плиний, автор крупнейшего в античности энциклопедического сочинения «Естественная история», писал: «Отношение к земле должно быть нежным и по-своему любовным, как к любимой женщине и матери». И, конечно, наша культура, культура белорусов, неразрывно связана с землей и земледелием. Итак, тема сегодняшней беседы – отношение к труду в современном обществе, культура земледелия. И я приветствую в нашей студии гостей. Итак, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, директор Музея истории плодоводства Беларуси, есть, оказывается, и такой, Надежда Григорьевна Копичникова, и протоиерей Кирилл Шолков, начальник синодального отдела социального служения Белорусской православной церкви. Добрый вечер. Здравствуйте. 2016 год, как известно, это год культуры земледелия для сельского хозяйства Республики Беларусь. Культура земледелия – понятие, на мой взгляд, очень широкое, емкое, включающее в себя огромное количество вопросов. Попрошу вас дать краткое определение. Что охватывает все-таки это понятие? Обозначьте какие-то ключевые моменты. Какой главный показатель культуры земледелия? Ну, вот вы хорошо уже сказали там в вступительном слове. На мой взгляд, да, на мой взгляд, спасибо. Это все-таки такой сложный вопрос, который должен включать знания и отношения. То есть мы должны знать, как и относиться добросовестно. То есть чтобы мы пришли, не первые мы тут, перед нами люди работали, жили, получали плоды от земли. И должны мы оставить эту землю, чтобы следующее поколение тоже могли что-то с нее получать. То есть бережные отношения, вот именно, чтобы она давала нам то, что мы от нее хотим, урожай, там, продукты, нам питание, которые нужны каждому человеку. Поэтому я считаю, что нужно знать и нужно еще вот добросовестное отношение к земле, чтобы не было так, что после меня там хоть трава не расти, как у нас иногда говорят. Ну, с моей стороны можно сказать, что культура земледелия, культура труда, это все строится с самого начала нашей жизни. Наверное, с библейской истории, как мы вспомним, там в рае человек должен был возделывать и обрабатывать землю. И вот до сих пор мы возделаем и обрабатываем, и что мы в эту землю положим, то мы и получим. Если мы с добрым этим сердцем делаем, то у нас хороший результат. Если мы делаем это с злым сердцем и не думая о ближних и о будущем своем поколении, то, конечно, это горе нам. Хотелось бы напомнить, что наш глава государства подчеркивал, что этот год является годом культуры земледелия для сельского хозяйства с особым акцентом на дисциплине и кадрах. Почему, на ваш взгляд, к специалистам, которые занимаются сельским хозяйством, на сегодняшний момент предъявляются такие повышенные требования? Ну, мне кажется, что все-таки наша республика, да, она не так богата там недрами, да, за что мы можем, собственно, жить. И если мы еще станем покупать продукты питания, то, как говорится, нам цена невысокая. И поэтому вот именно вот о продовольственной безопасности, о том, чтобы мы могли себя прокормить, тем более, что у нас природно-экономические условия и климатические позволяют все-таки выращивать очень много каких культур. Вот если брать наши плодовые ягодные, то если раньше, например, лет 30-40 назад там мы говорили о яблоне, там слива кислая местная, вишня кислая местная, то теперь мы имеем уже и грушу, мы имеем виноград, мы имеем уже и грецкий орех, который можно возделывать, мы имеем уже абрикосы, сорта даже имеем, то есть теплолюбивые культуры шагнули сюда ближе к нам. Это черешня уже, да. Последствия глобального потепления, как я понимаю. Скорее всего, и это тоже, но и селекция ведь идет. Ученые, специалистов? Да, ученые работают, они отбирают гибриды, которые вот обладают зимостойкостью, устойчивостью к нашим погодным, климатическим условиям. И поэтому вот то, что мы можем делать у себя и своими руками, это невозможно сделать так, чтобы это покупать, завозить.
Спасибо большое, отец Кирилл. Могу Что вы добавить, можете что, конечно, у нас в стране немного полезных ископаемых, таких глобальных, как там нефть, но у нас есть очень добрые сердца у людей. И вот с этими добрыми сердцами, вот это большое наше богатство, и это надо воспользоваться. Вот обратим внимание вот на дачные участки, которые там во множестве, и какие у них снимаются урожаи, люди работают, отдают себя туда, вот на этот труд. И хорошие результаты, действительно, еще такие бывают фрукты и овощи выращиваются, которые, очень даже... Да, труд рук своих получается, да. Нужно, очень полезно, для спасения полезный человек, когда трудится, он облагораживается. Спасибо большое. Как правило, мы в своих передачах большое внимание уделяем вопросам наших телезрителей. Вот, в частности, Татьяна из Минска задает следующие. Многие выпускники с высшим и средним специальным профессиональным образованием аграрного профиля работают не по специальности. Уезжать из города в деревню желающих единицы. Как сделать эту отрасль привлекательной для молодых специалистов, чтобы слово «крестьянин» произносили с гордостью? Вы знаете, наверное, во многом виновато наше средство массовой информации. Я имею в виду художественные фильмы. Потому что вот раньше, помните, «Свинарка и пастух», какой замечательный фильм Так был. в чем же он виноват? «Кубанские казаки» нет. Тогда просто, когда смотришь кино, то в какой-то роли даже степени и себя ставишь на то место. Вот как бы я был там, если бы вот в это время и там вот работал. А сейчас по фильмам, куда можно себя представить и... Потом иногда вот это престиж высшего образования, наверное, не по велению, так сказать, души, по велению сердца поступают, а поступают туда, где, так сказать, балл, который можно преодолеть, да, вступительный балл. Если брать вот дальше идти, фермеры у нас есть, да, молодые фермеры, уже самостоятельные, которые имеют стаж работы фермерством, занимаются уже 15-20 лет, они хозяева своей так скажем, своего хозяйства, они распоряжаются своим полученным результатом, и они делают то, что считают нужным. То есть над ними нет... такого, так скажем, количества начальства, которое говорит, поверни, что да, сделай то. То есть вот это может быть... Наоборот, должно прельщать. И привлекать да, к такому труду. Но не всегда получается, что оказывается вовремя помощь. Потому что, например, если говорить о нашем плодоводстве, то получить результат труда – это 3-4 года, посадив сад. Но первоначально мы должны вложить большие деньги, потому что каждый саженец стоит деньги, и уход за садом стоит, и опасности, которые подстерегают, это тоже никто не исключал. И получаешь урожай только на 3-4 год отдачу. И вот эти все 3-4 года надо все-таки, чтобы была поддержка. Я говорю о плодоводстве. То есть для того, чтобы повысить привлекательность труда в сельском хозяйстве, в первую очередь необходима материальная поддержка. Да, чтобы она была гарантированная. А может быть, что-нибудь о поддержке духовной нам скажет отец Кирилл? Да, немножко скажу. Есть такое понятие деревня и село. Деревня – это там, где храма нет, я со своей стороны говорю, а село там, где есть храм. И то же самое, где у руководителя болит душа за свое дело, он найдет и финансы в самое тяжелое время, да, в смысле, найдет финансы, поддержку. И есть такой момент жертвенность. Жертвенность – это не как вот кидаться на дзот, это глобальная такая жертвенность, а вот и в труде жертвенность. Если настоящий руководитель, он, я думаю, что должен понимать, что результат он не получит, особенно в таких сложных сферах, долгих, за 2-3 года. Надо что-то вкладывать, оставлять на будущее, чем-то жертвовать, я имею в виду такого. И тогда, и когда руководитель талантливый в этом вопросе, то и люди за ним, молодежь потянется. Я по должности специальности езжу много по церковным вопросам по Беларуси и видел взглядом непрофессионала разное хозяйство. От вроде и должно все расти, но ничего не растет. И куча всяких, нет финансирования, там нет удаленность, а бывает там, где вообще расти не должно быть. Смотришь, что и дорога хорошая, каким-то подвигом сделано, и то хорошее, и участки хорошие, приусадебные. Видно, что есть хозяин, такой вот настоящий начальник, такой с большой буквы, а есть наемник. Вот это очень важная вещь. Все ясно. Все опять упирается в материальное. Все-таки хочется вернуться к ценности труда. И материальное, да, но я еще хотела сказать, что все-таки вот молодежи как-то мало доверия.
все хотят специалиста опытного. А когда приходит молодой специалист, им начинают управлять. Не учить его, да, как надо лучше сделать, а управлять. И потом он привыкает к тому, что им управляют, и уже самостоятельность, вот именно эта какая-то инициатива, она гасится. Спасибо большое. Я уже упомянул Константина из Бреста, который все-таки возвращает нас к вопросу о ценности труда и об отношении к труду в современном обществе. Вот что он пишет. В современном обществе труд занимает не последнее место в системе ценностей человека, но и источником удовольствия и творческого самосовершенствования становится далеко не всегда. В основном современный человек трудится только ради материального блага, да, что мы сегодня с вами подтверждаем своей беседой. И на вопрос, зачем вы работаете, большинство ответит, чтобы заработать деньги. Насколько остро, на ваш взгляд, стоит проблема отсутствия ценности труда в современном обществе и как ее решать родной стране? Это, если, может быть, бросить клич и потом вот, ну, как вы считаете, да, и чтобы потом оценить, как у нас в науке делается эксперимент, да, собираются данные. Мозговой штурм такой провести среди зрителей диалога. Да, чтобы это было мнение там не одного-двух человек, как я решила, а что все-таки считает, что большинство. Потому что в любом случае, ну, как-то выходить из этой ситуации надо. Я вот хотела еще вспомнить о наших селекционерах, потому что селекционер занимается своей работой, может даже не получить этого результата труда, потому что это длительный процесс. То есть понять, если вот селекцию, это скрещивание. В этом году, например, цветки берем, там тычинки с одного, пестик с другого, опыляем, дожидаемся этого яблока, потом яблочко берем, получаем семена, там стратифицируем, высеваем, потом ждем 4-5 лет, покуда оно заплодоносит. Потом оцениваем это яблоко, оно может получиться хорошим, может не получиться хорошим. Потом оценивается на подвоях, потом передается в госсортоиспытание. То есть это 17, 15, 17 лет, чтобы получить сорт. И поэтому тут уже без того, чтобы быть, ну, фанатом этого дела, конечно, результата не получится. Я вот расскажу, случай у нас был, Григорий Кондратьевич Коваленко, был у нас такой селекционер по яблони. Он знал, где, на каком дереве, что можно ожидать, потому что для скрещивания подбираются пары. То есть с хорошими показателями, качественными, там, устойчивость к болезням, там, качество хорошее плодов. И он уже в последние годы, ну, плохо передвигался, но все равно работал. И он отправил рабочего на 4-й, например, ряд, там, на определенный ряд, к конкретному дереву, принеси мне, там должно быть 4 плода. Рабочий возвращается, приносит 3 плода. Он говорит, нет, 4 там должно быть. То есть до какой вот степени человек был ответственен за то, что у него получается. Наверное, рабочий был неответственен, съел 4-й плод. Он просто его нашел не на дереве, его не было, но Григорий Кондратьевич его отправил, говорит, поищи под деревом. Он принес этот 4-й плод из-под дерева. То есть, ну, сейчас, может, я не знаю даже, чем объяснить вот отношения сейчас, ну, большинство молодежи как-то живет сегодняшним днем. А думать о том, что будет вот завтра, как-то, ну, даже я не знаю, как из этой ситуации выходить. Может быть, церковь знает, как выходить. Я знаю, что, например, патриарх Кирилл очень активное участие принимал в подобных обсуждениях и как-то даже говорил, что, по его мнению, было бы перспективно создание церковных школ для молодых фермеров. И признавая, что подчас нерентабельно в России заниматься сельским хозяйством, он все-таки говорил, что достаточно неплохая прибыль зарабатывается в подобных местах. На взгляд патриарха, я, разрешите, процитирую, опыт церковного фермерства может быть полезен для крестьян, так как способен научить эффективной работе в современных условиях без воровства, которое губительно не только для души человека, но и для экономической системы. Отец Кирилл, как вы считаете, какую церковь может оказать помощь, поддержку сельскому хозяйству в нашей стране? Ну да, у нас небольшие, ну, разные реалии от России и нашей страны, Беларуси, потому что у нас все-таки сельское хозяйство находится в более таком, ну, улучшенном ситуации, да, ну, у нас более работоспособные люди, я причин не рассматриваю, но вот такое. У нас есть очень интересный опыт церковный тоже, потому что вот есть у монастырей всех есть подворье. Подворье там, это где, ну, своими силами монастыри,
выращивают такие продукты. И бывают очень хорошие результаты. Жроицкий монастырь. Но я бы немножко хотел другую область сказать. Через вот это выращивание продуктов и через труды перевоспитываются люди. Есть в Минске очень интересный монастырь, Свято-Елизаветинский, и у него есть подворье Лысая гора такое. По-моему, 50 гектаров. Да, 50. И там люди, живут те, которые попали в трудные жизненные ситуации. Это, люди бездомные, пьющие, которые и хотят выбраться, освободиться из заключения. Насколько да, я очень знаю. серьезно. И там это реальный институт, который может человека вытянуть. Вот этот опыт надо, конечно, колоссальный. И мало того, что они производят какие-то продукты, тут о себестоимости и прибыли, я не говорил бы. Это немножко другая история. Вот я еще являюсь настоятелем храма Божьей Матери Всецарицы, иконы Божьей Матери, который находится в Минске, помогает онкобольным. Вот у нас есть такой пилотный проект, вот мы только приступаем к реализации, сделать маленькое такое подворье, что люди, которые находятся в стадии ремиссии, которые они могут работать, они своими руками, когда посадишь дерево, какой-то плод и снимешь его, это удивительное чудо. Человек начинает выздоравливать духовно и физически. Вот этот результат, который мы должны ценить. И может через это мы начнем ценить труд. Что он не только приносит деньги, потому что деньги это вторично. Нам нужны деньги всем. Без денег мы не можем. Но за эти деньги теряется то главное, ради чего мы живем. Вот это очень важно. Спасибо большое. Я надеюсь, что оценивается труд и нашей сегодняшней собеседницы Надежды Григорьевны. Хотелось бы узнать, экспозиция музея, которым вы заведуете, насколько мне известно, отражает развитие плодоводства на территории нашей страны где-то с XI века. Хотелось бы спросить, как родилась идея создания вашего музея и что можно узнать, придя в него? Музей наш был создан в 1995 году как раз к 70-летию основания нашего института, образования, так скажем, нашего института. Изначально институт был в Лошице, наверное, слышали о таком. Конечно. Там была опытная станция, а потом в 1964-м он был перебазирован, поскольку город начал наступать, перебазирован в Самохваловичи. И, время было, конечно, тяжелое, но были энтузиасты. У нас работал тогда Ромальд Эдуардович Лойко, который очень любил Беларусь, хотя он сам поляк был из Пинского района. Но он любил Беларусь, знал ее историю, и вот этим был проникший. И у нас работал тогда заведующим отдела научно-технической информации Леонид Ильич Насевич. И вот они как-то внесли такое предложение, больше года, наверное, ездили по разным музеям, по фондам, и наш музей истории, который в Минске, искали какие-то сведения именно о том, как развивалось плодоводство в Беларуси в те далекие времена, 11, 15, 14 год. И вот постарались проследить, как оно было при монастырях сначала, как оно было там при училищах, которые были на территории республики, как вот это все формировалось, и уже с 25 года у нас систематическая началась вот именно научная работа по плодоводству, и по селекции, и по другим сферам технологии производства, хранения, питомниководства, то есть уже начало более широко и уже, так скажем, на научной основе развиваться плодоводство. Можно увидеть вот это, как становился наш институт, потом можно увидеть, что было с плодоводством республики до войны, после войны, в настоящее время, какие у нас подразделения и чем занимаются в институте, то есть кто из людей, там можно увидеть и фамилии, и фотографии тех, кто вот занимался и работал. Есть экспозиции, которые показывают инструмент древний, чем занимались, потому что прививками занимались давно, и вот гравюры есть такие, что занимались давно, прививая деревья, черенки на дерево какое-то другое. Много можно чего увидеть. А посетителей много в вашем музее? Посетителей бывает иногда и очень много, но в основном это школьники. Школьники приходят, День знаний, у нас обязательно традиционно бывают экскурсии по музею. В музей посещают во время учеб, семинаров агрономы, специализированных хозяйств, занимающихся плодоводством, фермеры. Когда проводятся научные конференции, то, конечно, все гости посещают музей. В прошлом году у нас было институту 90 лет. В октябре месяце были представители из Таджикистана, были из Казахстана, были с Румынии.
Ну, Украина, тут Россия, наши белорусы тоже были. Были из Турции, с Ирана были. То есть довольно-таки много. Из Эстонии, прибалты приезжают. То есть достаточно. Спасибо большое, Надежда Григорьевна. Я искренне надеюсь, что после нашей передачи какая-то часть наших зрителей перейдет от изучения плодово-ягодной продукции к изучению экспозиции Музея плодоводства. Будем рады. Возвращаясь к теме привлечения наших граждан к земледелию, хотелось бы зачитать мнение Натальи из Могилева. Была, на мой взгляд, в Советском Союзе замечательная практика привлечения городских жителей к сельхозработам. Организации, предприятия, вузы направляли своих работников, студентов на уборку урожая. Помню, многие с удовольствием ездили в такие мини-командировки. Как вы считаете, применим ли такой опыт в современных условиях и захочет ли сегодняшний житель города ездить на картошку, как тогда говорили? Ну, на картошку я не знаю, но к нам на уборку плодов приезжают. Как-то традиционно у нас есть такое, так скажем, расчет продукции. То есть людям начисляют определенную сумму денег, но дают за эти деньги яблоки. Они убирают эти плоды. Дело в том, что мы без этого обойтись не можем. Яблоко созревает, у него есть, например, если лёжка яблока зимнего срока созревания, у него есть съемная зрелость и потребительская зрелость. Потребительскую оно в процессе хранения приобретает. А вот съемная зрелость – это кратковременный период, и надо за это время убрать это все. Естественно, малыми силами это невозможно, без привлечения посторонних, студентов там, или жителей города, или жителей нашего села, это невозможно. Поэтому у нас привлекаются и школьники, бывают и студенты колледжа, и бывают горожане, которые приезжают в выходные именно вот поработать и получить удовольствие. Кстати, даже иногда они говорят, больше удовольствия получил от вида вот этих яблок на деревьях, чем от того, что я там 10 или 15 килограмм этих заработал. Отец Кирилл, а можете ли вы какую-то подсказку дать? Не, ну, во-первых, мне кажется, вот эти вот поездки, я со своей молодости вспоминаю, эти поездки вот на картошку, на капусту, уборка, она очень интересная, ну, это очень, как будучи студентом, это очень интересная штука. Я думаю, что все, что было полезное вот в той эпохе, да, надо брать на вооружение. Это очень, ну, это, конечно, должна быть политика государства, продуманная, как кого можно отрывать от производства, кого не можно, чтобы они внутри посмотрели эту жизнь. Мне кажется, это очень, неплохой тоже. Нет, но ведь, слушайте, социальные проекты, вовлекать туда людей и именно воспитывать их или помогать им с помощью работы очень на земле, это же прекрасно. Ведь даже один из величайших писателей земли, правда, отлученный от церкви, но тем не менее являющийся моральным авторитетом, он же говорил, что работа на земле – это самое вообще благородное дело, которым может заниматься человек. Более того, он не только говорил, он своим примером показывал и вел за собой. Почему бы не использовать его опыт и в социальном служении? Весь положительный опыт надо использовать, конечно. Вот, пользуясь случаем, даже мы хотим к вам напроситься в гости, чтобы приехать с маленькой делегацией. Ну, очень вот интересно именно в музее. К сожалению, я еще не был в этом музее, но надо. Приезжайте, покажем. А вы, может, расскажете, где музей расположен? В Самохваловиче. Это по Слуцкому шоссе, 18-й километр. В институте, да, там у нас есть и питомник, у нас отделы, которые занимаются и выращиванием посадочного материала, и ягодных, и плодовых культур. И экскурсовод есть, тоже можно пройти. Да, я вас лично проведу. У нас нет штатных, никого штатных нет. Будут. Да, но показать, рассказать можем, да, и по садам можем провести. У нас бывает иногда приезжают к нам даже вот из журналов, и приезжают с телевидения, и тоже, когда смотрят наши сады, говорят, неужели под Минском такое есть? То есть как-то интересно. А касается вот того, что работать, не работать детям, даже чтобы детки знали, на чем растут те яблоки. А скажите, такой редкий музей, где вы берете экскурсоводов? Есть ли какие-то вузы, какие-то учебные заведения, где готовят специалистов, редких специалистов, которые могли бы пригодиться вам? Нет, у нас функцию экскурсовода чаще всего выполняю я. Иногда, если кто-то конкретно интересуется, вот, например, селекцией, я, поскольку технолог, да, производство плодовых, уже там это агротехника, то тогда привлекаем сотрудников просто. У нас любой сотрудник может рассказать о том, чем занимается наш институт.
К сожалению, время нашей программы завершается. Я напоминаю всем нашим зрителям, что сегодня гостями в студии Диаблога были кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, директор Музея истории плодоводства Беларуси Надежда Григорьевна Копичникова и протоиерей Кирилл Шолков, начальник синодального отдела социального служения Белорусской православной церкви. Присылайте темы для наших будущих передач, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение, принимайте участие в создании программы. Присылайте также смс-сообщения, мы обязательно на них ответим. Мы надеемся, что наша сегодняшняя программа внесла свой вклад не только в повышение общей культуры земледелия, но и культуры всего нашего общества. Это была программа «Диаблога вечным», и я ее ведущий Михаил Кириченко. Счастливо!